Здравствуйте, да. На ваш взгляд, сплотил или разобщил людей коронавирус? Мне кажется, вообще чушь какая-то. Ничего не сплотилось. Ну, наверное, сплотил. Все послушные стали, дисциплину соблюдают, все в масках ходят. И так, и так. Разобщил, наверное, потому что все же, получается, дистанцируются друг от друга из-за коронавируса. Сплотил родственников, разобщил, наверное, каких-то не очень близких людей. Да сейчас люди боятся всех друг, обходят всех стороной. Мне кажется, он больше всего разобщил, чем все друг другу помогали там, а сейчас дистанция, только дистанция. Наверное, где-то разобщил. Да. Потому что люди стали осторожничать, боятся поздороваться, боятся в гости пойти и немножко стали отдаленные. Разобщаются, скорее всего. Боятся заразиться. Ой, мне кажется, сплотил. Все-таки люди стараются, особенно вот родственники друг друга. Вот мы, например, очень беспокоимся. Все, я, например, звоню, переживаю за них. Вот сейчас брат заболел, 39 температура. Ой, я как нервничаю, все время звоню. Не хожу, это очень много значит. А раньше вот как будто бы было бы не такое. Ну, сплотил, наверное, по домам. А разобщил то, что нельзя собираться. Ну, нигде. То есть, как бы, 50 на 50, наверное. Я думаю, разобщил. Люди боятся общаться и ходить куда-то. Я думаю, что беда. Знаете, наверное, зависит от категории. Я думаю, семейные стали более семейные, а вот, наверное, кто-то, наверное, разобщил. У всех разные мнения на этот счет. Кто-то верит, кто-то не верит. Кому-то маски нравятся, кому-то не нравятся. Поэтому разобщил. Люди стали больше беспокоиться. Ну, типа в маршрутках ругаются и всякая такая штука. Я раньше ходил к другу, а теперь не хожу. Я-то бы с удовольствием пошел, но он говорит, больной. На день рождения мой одноклассник не пришел. То есть пришел, а теперь я говорю, пойду к тебе. Нет, не ходи. Это и есть разобщение. На мой взгляд, сплотил, конечно. Как это выражается? Как выражается, ну, во-первых, увидели семью, увидели, как люди относятся к этим повязкам, к перчаткам и всему остальному. И вот буквально недавно в Питере была, там все в метро, везде, все в масках, все в перчатках. И как-то к этому очень спокойно относятся, считают, что это надо. Разобщил, мы же сейчас все по норкам своим живем. Общаться не общаемся, поэтому дружба врозь на время, только телефончик.